такое обводка или двойное ведение. А эти ребята знают не только все термины, но и как поздравить республику вот таким вот спортивным методом. В спортивной школе Олимпийского резерва номер 2 проходят соревнования по баскетболу в честь Дня Республики. В них принимают участие 8 команд со всей России. Приехали из таких городов, как Тольятти, Екатеринбург, Магнитогорск и Тобольск. Для спортивной школы номер 2 это хорошая возможность показать другим городам, на что она способна. Интересно, а как оценивают эти соревнования его участники? Андрей, расскажи, пожалуйста, насколько важны эти соревнования? Мы приехали из Тольятти, мы должны победить, это наша задача на этот турнир. Тут много людей, которые готовы побеждать, но мы сильные и настроены на победу. Скажи, насколько сильный соперник вам достался? Нам досталась команда Екатеринбург, она очень сильная по своим кондициям. Скажи, как ты оцениваешь игру вашей команды? Я капитан команды, и мне видно все промахи, все недочеты команды. Все плохо играют в защите, но потом дорабатывают и забирают свою борьбу. Тольяттинская команда собирается победить. И еще бы, с таким капитаном. Кстати, болельщики на игре не только уфимские, но и тольяттинские и магнитогорские. Вслед за своими командами к нам в Уфу приехали и их верные болельщики. Это очень поддерживает баскетболистов, несмотря на то, что они в другом городе. Настрой у них боевой. Скажи, как вас мотивирует тренер? Мы приехали из Магнитогорска. У нас 2 команды заявилось на турнир. Мы 2 команды в одной спортшколе занимаемся. Конечно, первая команда намного сильнее, чем вторая, но все равно мы стараемся побеждать, становиться лучше, чем первая команда. Что дает победа в таких соревнованиях? Победа в таких соревнованиях дает больше опыта, дает уверенность в себе, что вы сильнее, чем другие, что у вас все получится и все будет хорошо. Из Магнитогорска приехало аж 2 команды, но мы, уфимцы, не унываем и болеем за своих. Наши ребята уже отыграли, и разыгрывающий баскетбольной команда Никита считает, что у нас есть шансы на победу. Никита, расскажи, как сыграла уфимская команда? Сыграла она, впрочем, хорошо, нам понравилось, тренеру тоже очень понравилось. Но мне самому, как я сыграл, не очень зашло, так сказать. Что нужно сделать, чтобы попасть на эти соревнования? Нужно хорошо тренироваться, упорно, чтобы переходить на все тренировки, даже когда тебя не зовут. Как ты думаешь, получите ли вы кубок? Да, конечно, у нас сильная команда, мы получим кубок. Очень сильно. У нас все получится, если верить в себя. Видно, для всех ребят соревнования возможность подвести итог долгих и упорных тренировок. Посмотреть, чего они добились, и, естественно, попытаться занять призовые места. Только представьте, сколько народу приехало из разных городов к нам в Уфу, чтобы принять участие в этих соревнованиях. По 5 человек в команде, и это еще не считая тренеров и запасных игроков. Почти как целый класс, а то и больше. Спорт, соревнования, зрелищность на протяжении 3 дней. Победы и медали – это лучший подарок для всех юниоров ко Дню Республики. Вероника Матвеева, Розалия Тукаева специально для Горы новостей.